и ясного дня вам, дорогие друзья! Сегодня у нас 17 апреля, среда. Надеемся, погода радует вас теплым солнышком, и пусть эти приятные моменты, эмоции и ощущения продлятся весь день. И обязательно не забывайте улыбаться, ведь улыбка – это залог прекрасного настроения. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь, качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костерами сосен пляшет. О чем грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись, и кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, и с нами наши любимые телезрители, как обычно, в обеденное время. Мы еще раз рады всех приветствовать. У нас сегодня в гостях гитарная студия в лице руководителя Аяулым Сарбасовой. Она также является обладательницей медали Мадиниет Майталманы. Со своими воспитанниками, давайте тоже вас представлю нашим телезрителям, Брус Александра, Имангазиева Анель, Имангазиева Алана, Ханатов Рустем, Сарсингалиева Арина, Салим Малика, Бахтагали Салимжан, Шурихина Валерия. Как ваше сегодняшнее настроение, Аяулым? Добрый день. Жумгалиевна. Да. Добрый день, уважаемые горожане, гости города. Замечательное настроение. Немножечко, конечно, грустно. Мы все время переживаем. Даже, если честно, неудобно веселиться, праздновать. Мы, конечно, в нашем во Дворце молодежи совсем недавно только съехали от нас. Были жители, которые пострадали от паводков. У нас жили во Дворце молодежи. И вот очень много работ велись по поводу поддержки этих людей. У нас были дети, мои воспитанники нашей студии, ребята приносили где-то им поддержку нашей студии. Не только моей, в нашем кабинете есть две студии. Это студия вокала Антонина Николаевна и наша студия гитары. И вот мы по очереди ребята старались поддержать. Дети очень хорошие, разных возрастов. Даже некоторые ребята к нам в студию гитары пришли, начали учиться. Мы приятно с полезным решили совместить. Несмотря на все трудности, все-таки, я думаю, мы преодолеем. Поэтому да, мы преодолеем спасибо, в любое... Что вы поднимаете настроение сегодня нашим телезрителям, да, своими песнями, своим творчеством. Аяулым Жумгалиевна, расскажите нам о гитарной студии, но для начала мы знаем, что вы сами приехали сюда недавно с города Семея, и здесь основали гитарную студию. Ваш творческий путь очень разнообразный, интересный. Хотелось бы, чтобы вы немного, тоже рассказали нам о начале своего творческого Да, я пути. приехала в Уральск только в сентябре 23 года. 3 сентября я переехала в город Уральск по семейным обстоятельствам. Сейчас уже меньше полгода, как существует студия гитары.
Но дети играют уже, можно сказать, в течение 10 дней максимум. От 3 дней, с первых дней, можно сказать, дети играют на гитаре. В прошлый раз мы были у вас в студии на Куншуак. Теперь по поводу студии гитары, как открылась студия гитары. Я вообще сама руководитель вокала. Я закончила вокал, поэтому я больше руководитель вокала. Но когда я пришла и устроилась на работу во Дворец молодежи, директор предложил открыть студию гитары, потому что очень много спроса на этот предмет. У молодежи особенно очень много интереса к инструменту гитара. Поэтому мы решили открыть эту студию. Ну, у вас навыки были, конечно, вы играли навыки. на Я гитаре. сама играю давно и пою на гитаре. И вот когда он увидел мое портфолио и увидел фотографии моих детей, раньше в семье у меня были также не только дети по вокалу и по гитаре. Даже где-то порой мне приходилось даже танцы самой преподавать, потому что я работала директором Дома культуры в сельском округе, и там не было штатов. Поэтому приходится выкручиваться. Поэтому я думаю, что это никому не помешает никогда чем-то еще дополнительно заняться. Я попробовала тогда открыть. Человек талантлив во всем, как говорят. Да, и танцуете, спасибо. и поете, и на гитаре играете. Наверное, эта семья все-таки влияет. У нас семья такая. У меня отец был учителем, а мама была директором Дома культуры. Поэтому как-то, наверное, с детства все это пошло, и не было, наверное... Нас, может быть, так воспитали, да, что мы никогда не говорили, нет, я это не умею, мы старались научиться этому. Сейчас вот я своих детей, моих воспитанников, стараюсь к этому приучать. Не говорить слово «нет», не умею, у меня не получится. Вот таких слов мы стараемся не говорить. Пробуем, и все получается. В первые же дни дети играют. Ну вот сколько времени понадобилось, чтобы достичь вот первых результатов? Казалось бы, немного, да, времени вы занимаетесь, но уже, я смотрю, ребята уверены в себе, уже второй раз принимают участие в прямом эфире. Я помню, как-то вы были на казахской передаче моей коллеги, и сегодня вы уже пришли, чтобы полностью уже еще раз, да, показать свое мастерство, продемонстрировать свои навыки. Умения, навыки. Ребята, можно сказать, вот не побоюсь этого слова, с первых дней играют. Я вот вообще, когда сама училась, я была примерно в их возрасте, и у меня появился интерес к этому инструменту, но мне тогда сказали, что у меня нет талантов. И это очень расстраивает. Поэтому, когда есть желание, когда есть интерес, нельзя это потерять. Поэтому я им не забиваю головы всякими нотами, какими-то названиями аккордов. Мы просто начинаем играть на практике. И в первый же день многие дети играют. Вот можете даже у них у самих спросить, у кого какие успехи. В основном первые, вторые, третьи дни. Ну, давайте тогда познакомимся с ребятами поближе, с нашими гитаристами. Ребята, с каких пор вы взяли гитару в руки? Были ли у вас какие-то сомнения в выборе инструмента? Почему вы решили именно играть на гитаре? И сейчас, в данный момент, какими своими действительно успехами, достижениями вы можете похвастаться? Мои первые ученики – это вот Алана и Анеля. Они с ноября месяца. Да. Пожалуйста, микрофон возьмите, девочки. Я хочу рассказать о том, что в самом начале о гитаре я узнала от своего папы. Он у меня очень любит музыку, и он рассказал вот мне про гитару, я слушала с ним очень много песен, и в классе 6, вот как раз-таки в Анелькином возрасте, я первый раз пошла на кружок гитары. Я ходила туда около 3 месяцев, потом я начала играть, и мне мама говорит, что вот, Алан, что-то не то ты играешь. Мы нашли другого репетитора, туда я ходила вот около 9 месяцев. То есть вы с сестрой ходили, извините? Нет, я одна ходила, пока да. сестру еще не втянула. Да, она маленькая была в этот момент. Вот, потом ходила к другому преподавателю. Там у меня тоже не было никаких результатов. Я очень сильно плакала, расстраивалась. Но ты не сдавалась. Все-таки хотела, да, дальше я сдалась. научиться. Вот, я думала, я сделаю перерыв 3 месяца, вот летние каникулы начались, и потом обратно пойду на гитару. Искать другого, да, уже Да. преподавателя. Потом, я как себя помню, у меня очень
упали руки, я папе говорю, все, я Опустились никогда руки. не буду ходить на гитару, никогда не буду этим заниматься. Потом, вот спустя 3 года, мама с Анелей пошли в дворец культуры и, получается, нашли кружок гитары. Они мне очень сильно нахваливали нашего преподавателя, и мне было после уроков как-то скучно, и я решила себя чем-то занять. Потому что в любом случае мои успехи, они не пропадут даром. Я, может, в будущем тоже стану учителем. Надо все-таки быть разнообразным человеком. И я тоже пошла на гитару. И вот с тех пор, уже как пару месяцев, мы с Анелькой вместе ходим на гитару. Она ходит до уроков, а я прихожу после уроков. И мне нравится этот инструмент. Я поменяла свое мнение. Я до этого, вот опять же повторюсь, говорила, что я никогда не буду играть на гитаре, все, не говорите мне про это. У меня были истерики, потому что вот микрофон мне не ближе получается. держи. Вот, и, ну, я поняла то, что никогда нельзя говорить никогда. Молодец, умничка. Это очень хороший урок был для меня. Вот ты такая целеустремленная у нас девочка. Не отступила, да, перед своей мечтой и добилась своего. Передавай теперь микрофон своей сестренке. Ты младше ее? Да. Она первая пришла, чем Алана. Потом ты уже Они мне нахвалили. Ну, не зря, да, нахвалили? Я хотела всегда заняться инструментом гитарой, научиться играть. Мы с мамой решили записаться на кружок гитару. Нам очень понравилось. И я очень рада, что записалась на кружок гитару. Ну, а сейчас чем ты можешь гордиться вот уже? Ну, то, что у меня Можешь самостоятельно что-то сыграть сама? Могут. Выступала уже на каких-то там концертах, мероприятиях Нет. школьных? Нет, То есть, еще нет. можно сказать, дебют, да, у вас на телеканале На нашем? телевидении что-то нас больше приглашают на телевидение. Но там мы вообще всегда готовы. Я вот у себя на работе тоже говорю. Просто сейчас, может быть, ситуация в городе такая. А так вот, раньше у нас очень было много концертов же. Мы ездим всегда в дома престарелых или там в общество слепых и так далее. Поэтому мы уже готовы, у нас номера всегда готовы. Просто ситуация в городе такая. Да. Ну, давайте дальше теперь. Вот у меня Лера, с другими например, Лера. участниками. Она тоже пришла, она сама когда-то училась играть на укулеле, у нее есть инструмент маленькая гитара. И она думала, что также научится на гитаре сама. Потом пришла, узнала про нашу студию, пришла, как она сама говорит, я пришла просто посмотреть пару раз, а потом думала, сама буду. И осталась. Лера, возьми микрофон, пожалуйста. Я думала то, что я сама научусь играть, и не хотела нигде выступать, просто для себя. Но меня в это втянули, Да. и ну вот, теперь играю. Вообще немногословная у меня Лерочка, но вот помню, как она рассказывала, я, говорит, просто пришла посмотреть, потому что это уже другой инструмент, в отличие от укулеле, там 4 струны же всего. И получается, через интернет не так просто научиться. Есть люди, которые через интернет тоже, но там в основном играют одним пальцем, какие-то мелодии наигрывать, да? А тут уже аккордами и так далее. Сейчас я вот сразу с первых дней, неинтересно, если на инструменте играть долго-долго одно и то же, да? Тем более сразу запеть, не у каждого есть к этому талант, чтобы петь, да? Поэтому я всегда пою, чтобы им было интересно. Эти же аккорды, навык, вот вы сами сейчас увидели, да, как они играют, они в основном сейчас подыгрывают песни. Ну, давайте сейчас они исполнят следующую песню. Она называется «Очарована, околдована». Вам, дорогие телезрители, хочу напомнить, что вы можете сегодня поприветствовать наших начинающих гитаристов в прямом эфире. Дозвонитесь по номеру 28 58 69 или написать на номер WhatsApp 8 700 028 58 69. Пожалуйста. Готовы? 3-4. Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана.
Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты, моя женщина. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою и слезами, и стихотворениями обожгу тебя добрую, милую, что не сбудется, позабудется, что не вспомнится, то не исполнится. Отчего же ты плачешь, красавица? Или это мне только лишь чудится? Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты, моя женщина. Браво! Очень проникновенно исполнили эту песню. Спасибо. Задели прямо все струнки наших сердец. Ну а мы продолжаем наш эфир. И хотелось бы теперь предоставить слово и другим вашим участникам, чтобы каждый рассказал о себе, представился, ну и чем они также могут гордиться в данный момент, какими успехами, достижениями. Давайте, ребята, поактивнее. Особенно горжусь моей Сашей, потому что у нее, вот, по характеру она непоседа у меня. Можно сказать, где-то хулиганка даже. И вот, когда она пришла, она сама мне, помню, говорила в классе, говорит, учителя, мои учителя все удивились, ты пошла на гитару, вряд ли ты заиграешь. Были даже такие разговоры. Или посмотрю я, как ты заиграешь на гитаре. Она, не скажу, что лучше всех, никогда не говорю, что кто-то лучше всех, но она у меня одна из ведущих гитаристок. Саша. Поэтому этим горжусь. Я попала сюда по случайности. У меня первая сюда пришла подруга, а я с ней пришла, ну, как Лера, посмотреть. Вот. В итоге у меня подруга сейчас сюда не ходит, хожу сюда я. И да, такой разговор был, то, что мои учителя в меня не верили, но скорее они не верили, они говорили, ну ты поиграешь и бросишь. То есть ты такая непостоянная, да, сама Да, мне по говорили характеру? то, что я не усидчивая. Не доводишь дело, значит, до конца. Но мне это больше мотивации А придавало. может, ты решила доказать всем? Да. Видишь, Вот. какой у тебя есть, да, стержень? Пока что никакими Характер. достижениями я гордиться не могу, кроме того, то, что мы съездили на телевидение. Было сложно влиться в общую обстановку, так как я пришла не одна из самых первых, но у нас очень дружный коллектив, и мне это очень нравится. Также огромная благодарность нашему учителю. Она очень много сил вложила в нас, у нее... Я не могу больше Все ничего хорошо. сказать. Все. Саша, а вот ты теперь не оставишь начатое дело до конца? Нет. Совершенству нет предела? Какие у тебя вот планы на будущее? Они связаны именно Планы с на будущее гитарой? у меня связаны со школой. У нас будет скоро конкурс, посвященный 9 мая, и там я хотела бы выступить с песней «Три танкиста». Это достаточно сложная песня для меня, но я думаю, я Ну, у справлюсь. тебя есть еще время. Да, есть время. и мы Готовишься можем обязательно. Кто еще у нас? Рустем у меня почти не Рустем. говорит, да, но он человек дела. Вот Он когда такой мы, очень серьезный. да, он еще помимо гитары ходит куда-то в спортивную секцию, по-моему, давно куда-то ходит. Но самое интересное, с первых дней, вот как-то я каждый раз на своих ошибках учусь, когда приходят дети, мы на что-то сами надеемся, да, на какие-то ставки в какой-то степени ставим на них. Вот этот заиграет, этот не заиграет. Никогда так нельзя делать. Вот на Рустема, если честно, когда он пришел, маленький, гитара больше, чем он, я
сомневалась, что он заиграет. Но когда я объявила, что первый раз, когда нас на телевидение пригласили, что нас приглашают на телевидение, он за одну ночь все подучил. Он уже играл, просто вот одно дело одному играть, другое дело в коллективе, да, в ногу со всеми, одинаково прислушиваться друг к другу, не выпирать и так далее. И вот быстренько, и на следующий день он не говорит, практически вот человек молчаливый, но он человек дела. Пришел и сыграл, и сказал, я надеюсь, поеду. что он сегодня нам скажет что-нибудь. Нет, Рустемчик? конечно, скажет, да. Пожалуйста. Я попал сюда через маму. Она меня записала. Ближе держи микрофон. Она сказала, что если не понравится, то Ну, может, в любой момент оставить, да? И он остался. я остался. Сразу понравилось с первого раза, с первого занятия? Да. Ну, а ты вообще держал гитару до этого на руках? Да. Да? Были какие-то у тебя тоже уже навыки? Дома кто-нибудь играл До кружка у вас? гитары ты пробовал играть? Есть у вас дома творческие люди? Может быть, кто-то из родителей играет на гитаре, может, мама сама? Нет? Самостоятельно пытался, да? Молодец. Ну, как Заиграл вы он тоже сказали, супер. он у нас очень скромный, Да. Рустем. А помимо гитары у тебя есть еще какие-то увлечения, хобби? Чем ты занимаешься? Ну, ты же ходишь куда-то на кружок Да. Какой кружок? борьбы, да, какой-то? Борьба. Спортом занимаешься? Молодец. Но больше, наверное, тебе нравится гитара, да, все-таки? Но он коллектив наш любит. Вот куда бы мы ни пошли, просто иногда собираемся. Поэтому он очень коллективный. Спасибо, Рустем. Ну, а теперь давайте более постарше, да, здесь сидят уже ребята. Малика, И Салимжан. Пожалуйста, вы тоже нам. Тоже брат и сестра. А, вы тоже родные? Меня на гитару привезли. Ну, я увидел у своей сестры то, что она увлекается гитарой и начала заниматься гитарой. Потом я захотел вместе с ней пойти на гитару. Начал с первых дней все хорошо играть, но у меня не было мотивации, потому что у меня у самого гитары не было. Я играл на гитаре друга, который тоже со мной пришел. Потом купили одну гитару нам на двоих, и мы... Но у вас не бывает ссор, конфликтов из-за одной Нет, гитары мы- дома? Теперь надо срочно вторую гитару покупать, да? Мы играем как-то, ну, мы в разных классах, и она учится в обед, нет, наоборот, она утром, я в обед. Я хожу на гитару перед школой, она после школы. И мы так по очереди играем на гитаре. А вот в дуэте не пытались? В дуэте, вот сыграть когда мне вот эту что-нибудь? гитару друг дал, мы пытались дома в дуэте Когда играть. гости приходят, хотя бы, да, первоначально, да? Ведь это же гордость для родителей, когда брат с сестрой вместе У нас в играют планах на есть с гитаре. Я Маликой представляю, как запеть, это потому что у красиво. нее есть хороший голос с Маликой. И помимо гитары я сейчас занимаюсь Да, спортом, тоже. ММА, уже как 3 года, и занимаюсь домброй. Вообще я ходил в музыкальную школу, отучился там 4 года, и потом как-то забросил на это, у на нас домбру. Домбра у него. Потом на Всесторонне домбру. развитый такой, молодец. Потом забросил на эту домбру, года 2 не ходил, не играл, в руках не держал домбру. Потом на своей старой маленькой домбре один раз заиграл, и потом у меня опять появилась мотивация, и я у родителей попросил новую домбру. Они мне ее купили, и я начал заниматься на дому. Ну, молодцы родители, как вас поддерживают. И гитару вот вам, да, в руки, и домбру купили, да, Ну, лишь это бы Малика в семью занимались. принесла гитару. Малика сейчас Это же расскажет сама. замечательно, да, прекрасно, когда вот занимаешься любимым делом. Это ведь вдохновляет, да, согласись? Малика, ну а ты когда начала играть на гитаре? На гитаре С чего я... началось у тебя увлечение, любовь именно к музыке? Вообще, я люблю гитару. Честно, я с раннего возраста, как я узнала, то, что гитара такая инструмент вообще существует, я хотела на ней всегда играть. Но подходящего момента, подходящего места для этого не было. Мама меня на разные секции отправляла. Например, как я Салимжан, я ходила на домбру 1 день. Но мне это не понравилось. Это я сказала, это не мое, я хочу на гитару. И я так вышла с домбры. Потом
мама мне сказала, тут, конечно, гитары нет в музыкальной школе, но попробуй фортепиано. И когда я пошла в фортепиано, я, наверное, месяцев 6 играла, мне было желание. И после 6 месяцев у меня пропало желание. И вот я в феврале этого года, даже в январе в конце, увидела объявление, то, что открывается набор на кружок гитары. И я сразу без раздумий написала маме: «Мама, я туда пойду». Мама сказала: «Конечно, иди». Так это еще около нашего дома стоит, Дом культуры. Повезло. Да, и я сразу же с первых дней пошла туда. Я в жизни не держала гитару. Когда первый раз в жизни я взяла гитару на работе, да. Да. И какие ты почувствовала вот, эмоции, я восхищение ощущения? почувствовала. Ты сразу влюбилась в этот инструмент. И самое главное, сразу заиграла в первый урок. Да, когда человек, который не держал в руках ни в жизни гитару, я сразу заиграла. Для меня это было такой гордостью, я прям восхищалась этим. И я весь оставшийся день говорила родителям: «Купите мне, пожалуйста, гитару». И они говорят: «Ну, скоро у тебя день рождения, вот на день рождения мы купим гитару». И вот дождалась да, своего долгожданного и вот подарка. гитару купили мне. А кроме гитары, я как Салимжан тоже хожу на спорт, ММА. Если говорить вот как вы совмещаете ММА, гитару? Там ведь такие, да, всякое такой бывает. вид спорта. Иногда родители пишут: Когда все, нужно они тоже- сейчас учатся, и мы какое-то время делаем перерыв, чтобы на школе Гитара, не наверное, отражалось. расслабляет, да? Да. Там вы снимаете, да, как бы Да. стресс. стресс. Это же ведь активный вид спорта. Если говорить о достижениях, то я являюсь двукратной чемпионкой Казахстана по тайскому боксу. И 3-е место заняла на чемпионате мира. Вот в ноябре, что ли, я была у вас на телевидении тоже со своей командой. И вот такие вот у меня достижения, если говорить о спорте. Молодец. Ну, а гитара больше, наверное, расслабляет, Да. как-то, да, успокаивает. Да. На гитаре она более женственная. Отдыхаешь, да? Гитара будет. Да. Да. Спасибо. И вот у нас еще здесь рядом Ариночка, которая вначале исполнила песню. Ариночка, у тебя прекрасный голос, ты такая талантливая у нас девочка. А что такая грустная? Нет, она просто больше стесняется. Никогда не было у нее, да, таких... Расскажешь нам немного о себе, Ариночка? Давай, возьми микрофон. Она не бойся. сначала пришла ко мне на гитару, но она сразу мне сказала, что я бы хотела петь. И все, и мы переключились на вокал. Я с ней занимаюсь вокалом. Давай, Арина. Как у тебя появилось тоже? Когда ты начала петь, играть? Она поет, да, в основном? Да, в основном поет. Ну, я всегда дома пела, и мама сначала меня отправила на гитару, чтобы я на гитаре играла, а потом моя учительница сказала, что я буду пока что петь, а играть на гитаре не буду. Ну вот и пою. Я всегда дома лучше пела, там все там редкие песни пела. Вот. Она Хороший очень увлекается голос. пением, да. А какие песни тебе больше нравится петь? Там про рэп-треки там пою. И еще песни. Все. Молодец. Сейчас вот такой вопрос задал телезритель. А исполняете ли вы бардовские песни? Или рановато еще? Нет, ну, вообще дети, если честно, песни они пока не выбирают, выбираю я. Но стараюсь под их возраст, чтобы особо там... А вот то, что вы исполнили, очаровано, околдовано, это не Это совсем мы- под их возраст? Да, под их но возраст, потому что мы недавно репертуар на как вы 8 марта подбираете? готовились, мы надеялись, что мы где-нибудь выступим. Просто сейчас вот так получилось, что с этими паводками многие мероприятия отменили. Поэтому мы пытаемся по календарному, как бы по праздникам нашим песни подбирать. Поэтому «Очаровано» мы готовили на 8 марта. А так вот мы начали с изгиб-гитары, потому что любой ребенок его может спеть на любом зубре. И вот в основном они ко мне, когда приходят, дети у меня, многие друг друга знают с лагеря летнего. И я сразу с такими мыслями, что если они где-нибудь соберутся летом в лагере, насколько я помню, сама раньше была вожатой в лагерях, и вот вечера у костра, и играть на гитаре это просто очень уютно и очень красиво, поэтому я очень Согласна с хотела, вами. чтобы дети... Не терпится приснулись. услышать вашу следующую песню «Сағым жылдар». Это песня на казахском языке. Пожалуйста.
Можете взять гитару. Мы с удовольствием послушаем. 3, 4. Сағындым сағым уақыт, өттің ауағып уақыт. Балалық ұяның қарлығаш қиялын еске алып тербелемін. Жұлдызын көгімнің бақытын өмірдің аңсаумен мен келемін. Сағыныш ай, сағыныш ай, сенде бір арман, сенде бір жалған. Сағыныш ай, сағыныш ай, өзіңмен бірге толқиды жаным менің. Сағындым сағым жылдар, өттің ауағып жылдар. Баладай алаңсыз, баянды баянсыз, еске алып сағынумен. Достарды көре алмай, сағынып жете алмай, күн көрдім сағынышпен. Сағыныш ай, сағыныш ай, сенде бір арман, сенде бір жалған. Сағыныш ай, сағыныш ай, өзіңмен бірге толқиды жаным менің. Благодарю. Вы так со всей душой поете, играете, и вот чувствуется, как детям вашим вот передалась, да, вот эта ваша любовь, да, к музыке. И это очень отрадно, что вы вот воспитываете в своих учениках любовь к музыке, любовь к самому прекрасному, возвышенному, что есть на земле. И у нас остается немного времени. Мы знаем, что у вас еще есть одна музыкальная композиция, которую вы исполните в заключении нашей передачи, но перед этим хотелось бы еще раз передать слово нашим талантливым ребятам. Какие у вас будут пожелания всем телезрителям, что бы вы хотели сказать в заключении? Я еще хотела рассказать о том, что вот у нас очень дружный коллектив, и вот мы хотим играть какие-нибудь более подростковые песни. Вот, и еще очень большая мотивация для меня есть играть на английском. У меня, опять же, вот, мне кажется, идет все от папы. Он очень, вот, ему нравятся песни на гитаре на английском языке. И вот у меня вот тоже есть желание петь и играть на английском. Вот, и я хочу вот это влить в остальных, чтобы мы все, например, чтобы Арина даже пела, и мы все подыгрывали ей именно на английском языке, чтобы это все было. Песни казахские на своем родном языке тоже не забывайте. У вас это прекрасно получается. Я думаю, что чувство патриотизма ведь тоже передается, да, через музыку. Вот такой вопрос заключительный. Ребята, а вечером во дворе на лавочке играете на гитаре? Спрашиваю. Не вечером. Бывает такое? На работе у меня днем мы проводим уроки, уже весна же, на всех действует, хочется на улицу, тепло. Расскажите, дети, как мы играем? У нас даже где-то есть фрагменты, видео. Мы играем, уроки проводим во дворце. У нас во дворце молодежи очень уютный двор. Один из красивейших дворов нашего города, наверное. И там во дворе мы играем, весь коллектив выходит на нас смотреть, слушать нас. И у нас такие планы на будущее тоже. Да, наш двор действительно потрясающий. Мы выходим иногда в обед, играем, на нас все смотрят, но также я бы хотела добавить от себя. Когда я не хожу на гитару, у меня есть какие-то свои дела, я могу выйти во двор или на балкон, поиграть тоже какие-то песни. Обычно я играю боем, так как не умею петь вот под песни, которые мы играем обычно. И на меня тоже смотрит
много кто со двора. Я очень вдохновилась рассказами нашего учителя. Когда она жила в семье, она рассказывала то, что вечером они любили выходить на балкон и играть на гитаре. На них очень много кто смотрел, и я решила тоже попробовать. Спасибо. У вас дети все ораторы. У нас эфирного времени не хватает. Уже мне сообщает, осталось буквально пару минут. Аяла Мужамагазина, вы подготовили песню тоже всем известную «Луч солнца золотого». Она напоминает мне детство. Почему именно вы решили выбрать эту песню и исполнить в конце нашей программы? Мы решили, потому что вообще вот, особенно эту неделю в интернете все время тревожные новости. Даже вчера или сегодня мы, когда играли, в какой-то момент нам показалось, что сирена по городу зазвучала. Это что-то ехало, может быть, в городе. Тревожное напряженные состояние, да, напряженные дни. И вот мы подобрали эту песню, потому что хочется сказать нашим землякам, конечно, ситуация непростая, но я думаю, что в любой ситуации мы всегда умели и сможем достойно выйти из этой ситуации. Не самое главное то, что мы... Конечно, нажитое столько имущества, все теряется, но впереди лучшие дни, никогда не остается ни белая, ни черная полоса навсегда, она меняется. Поэтому я хочу сказать нашим землякам, что мы эту песню вам приготовили к тому, что завтра нас ждет прекрасное будущее, лучше, чем сегодня. Спасибо. И нам поет Арина. Можешь вот сюда, да? Можешь встать, возьми микрофон. «Луч солнца золотого». Вставай. Ну, а я хочу поблагодарить вас за участие в нашей передаче. Пусть в ваших сердцах всегда звучит только музыка любви и счастья. Пусть никогда не покидает вдохновение и музы. Дорогие друзья, пусть этот день также принесет вам много-много солнца, радости и душевного тепла. И в вашу дверь стучат только хорошие люди, добрые вести и приятное событие. Можно один момент еще? Сегодня 17 апреля, моей старшей сестры день рождения. Она в городе Семей, но я ее поздравляю с днем рождения. Поздравляем от души. Ну и теперь, Ариночка. Включенная, наверное. Ты не трогала ее? Давай. Солнца золотого луч скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пора ненастная, солнце зайдет, солнце зайдет. Свет звезд коснешься крыш, смех, радость и печали, ты голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пора ненастная, солнце зайдет, солнце зайдет, солнце зайдет.
тобой.